Дорожный коллапс в Лаишевском районе. Да вообще трэш на самом деле. Местные жители вынуждены каждый день стоять в многочасовых пробках. Выезжаешь на минут 40, наверное, раньше. Когда решится проблема, расскажет Рамиль Галиулян. Завершается стройка, начинается чистка. Мы все помним с вами прошлую зиму, снежную зиму. В Татарстане рекордный дорожный год. Такие объемы работ впервые в истории нашего управления. Что построили и как дороги будут содержать зимой, расскажет Лина Зинатуллина. Хотят белую зарплату, кофе и общение на равных. Нет уважения к частной неприкосновенности, свободы вне рабочих вопросов. Очень будут отстаивать, я думаю, отстоят. Почему зумеры обходят стороной промышленные предприятия? Чем их заманить работодателю? А может быть, мы просто не умеем вовлечь и увлечь молодое поколение нашей промышленностью? О всех нюансах взаимоотношений с поколением Z расскажет Сирина Васильева. Это лишь часть того, о чем мы сейчас расскажем. Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Алия Хайрудинова. Сильнейший туман сегодня окутал пригород Казани. Он спустился рано утром. Эти кадры снял наш оператор в Лаишевском районе. На расстоянии 50 метров ничего не видно. Все словно в молоке. А эти ролики нам прислали коллеги, которые ехали в аэропорт. Они сообщали, видимость минимальная. Машины едут на самой низкой скорости. Природное явление внесло коррективы в работу аэропорта имени Габдуллы Тукая. Из-за плохой видимости командиры нескольких судов приняли решение не садиться в Казани. Рейсы из Москвы и Дубая отправились на запасной аэродром в Самару. Самолет из Иркутска сел в Бегишево, а из Новосибирска в Ульяновске, сообщили нам в пресс-службе аэропорта. В связи с неблагоприятными метеоусловиями, а именно туман и видимость менее 150 метров, прибытие нескольких рейсов в аэропорт Казань было задержано. Напоминаем, что решение о выполнении взлета или посадки принимают командиры экипажей. Такой же туман Казань может накрыть и завтра. Синоптики заранее предупреждают. Туман в утренние часы появляется из-за резкой смены температурного режима, говорят в гидрометцентре. Ночью в республике на этой неделе до минус 12 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до нуля. Водителя автомобиля, насмерть сбившую троих детей под Мензелинском, признали виновной в ДТП. Авария произошла в апреле между селами Верхний Подгорный и Токермень. Примерно в 8 вечера 36-летняя водитель Тойоты Камри сбила 9, 10 и 13-летнего подростков. От полученных травм ребята погибли на месте. Один из них не дожил до своего дня рождения неделю. Следствие установило, женщина не справилась с управлением и съехала на обочину, где в это время шли подростки. Ее приговорили к 3 годам колонии поселения с лишением права управления автомобилем на 2 года. Новое уголовное дело возбудили в отношении Энгеля Фаттахова. Бывшего главу Актанышского района обвиняют в превышении должностных полномочий. По информации Следственного комитета, в 2016-2017 годах Энгель Фаттахов вынудил директора фирмы «Чешма» передать имущество стоимостью более 128 миллионов рублей в собственность агрофирмы «Чешма». Предполагают, что он действовал в сговоре с иными лицами. Напомним, это второе уголовное дело, возбужденное в отношении Энгеля Фаттахова. Его также обвиняют в получении взяток от предпринимателей на 38 миллионов рублей. По версии следствия, с 2018 по 2020 годы на тот момент глава района содействовал заключению договоров подряда и их оплату. За это строительная фирма провела реконструкцию его дома почти на 22 миллиона рублей. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Когда каждое утро для них как лотерея, сможешь успеть на работу или нет? Со своей проблемой в нашу редакцию обратились жители Лаишевского района. По их словам, в Сокурах ежедневно оказываются в центре транспортного коллапса. Водители вынуждены стоять в пробках часами. Причина – узкая двухполосная дорога. По ней до Казани едут жители десятков поселков и не только Лаишевского, но и соседних районов. Рамиль Галиулян простоял в утреннем многокилометровом заторе и узнал, что спасет водителей. Устали, честно. Раннее утро, а водители уже без сил. Все едут одной длинной вереницей в Казань через поселок Сокуры. Утренний час пик, как правило, приходится на 7-8 утра. Это та самая дорога, ведущая в Казань. И, как видим, согласно данным одного из дорожных сервисов, длина пробки здесь растянулась примерно на 5 километров. Камиль Гараев переехал в Сокуры год назад. С тех пор утром и вечером скорость его авто редко превышает 10 километров в час. Да вообще трэш на самом деле.
Потому что каждый день так вот. 1,5 часа каждый день, каждое утро теряем. Дорогой через Сукуры пользуются жители нескольких близлежащих поселков и даже соседних районов, для которых узкая трасса – основной путь до столицы. Отсюда и плотный поток. Меняются лишь причины коллапса. Аварии с той стороны постоянно, где ремонт дороги. Выезжаешь на минут 40, наверное, раньше. Сегодня совещание, пришлось всем выехать из Алексеевска. Если выехать позже, практически уже не успеешь. Некоторые предприимчивые водители пытаются объехать затор через заправку. Однако в какой-то момент машинам приходится возвращаться обратно и увеличивать пробку. Сперва ездили как все порядочные люди, так скажем. Вынуждены уже ездить отсюда. Я думаю, что в любом случае, в целом, время было бы то же самое. Несмотря на вот эту дополнительную полосу. Что ж теперь сделаешь? О проблеме водителей в администрации Лаишева знают. Как отметили, район активно застраивается. Вместе с этим увеличивается и нагрузка. Ежедневная интенсивность движения здесь свыше 24 тысяч автомобилей. В 2000-е годы в Сокуровском поселении, а также рядом расположенные поселки, было не так уж много количества улиц и домов. Например, взять поселение в нашем Сокуровском, примерно 10 улиц было. На данный момент, вот на сегодняшний день, около 470 улиц. Да, представляете, какой рост Лаишского района? Помочь разгрузить проблемную артерию должна объездная дорога. Строят 24 километра современной четырехполосной трассы. Она станет частью федеральной магистрали Казань-Оренбург. Этот участок начинается от развязки в аэропорт и продлится до села Державино и трассы М12. Дорога уже не имеет такой пропускную способность, поэтому расширить этот участок нам необходимо. На сегодняшний день у нас вложено уже 65 тысяч тонн асфальтобетона, уже 7,5 километров дороги в нижнем слое покрытия. В работе у нас 9 мостовых сооружений, 4 путепровода, мост через реку Меша и 4 наземно-пешеходных перехода. Открыть дорогу планируют в следующем году. Пока же автомобилистам придется набраться терпения и с уважением относиться друг к другу. Рамиль Галиуллин, Владимир Гурьянов, Игорь Романов, ТНВ, Лаишевский район. В декабре в Татарстане планируют завершить масштабные дорожные проекты, в том числе федерального значения. Их в этом году рекордное количество. Обход Нижнекамской и набережных Челнов на М7 и Алексеевск-Альметьевск, Горьковское шоссе и второй этап Вознесенского тракта. Новые километры – это и новая нагрузка на дорожные службы. Зимой только Казань за год приросла на 550 тысяч квадратных метров. Лина Зинатуллина продолжит тему. Для нас окончание мы себя обозначили 12 декабря. Есть небольшие у нас отставания по литому асфальту, но с контрагентом сейчас отрабатываем, будем нагонять. Да. Этот срок все-таки для нас вот как флажок. План завершить все работы на обходе Нижнекамской и набережных Челнов на трассе М7 через 2 недели Рустаму Минниханову озвучили в субботу. Это один из главных объектов года, и все они должны быть сданы до конца декабря. В дорожные работы вложили более 80 миллиардов рублей, в том числе 9 миллиардов федеральных средств. Республика идет на рекорд – более 200 километров четырехполосных дорог за год. У нас этот год уникальный. Мы в этом году завершаем и вводим в эксплуатацию очень много крупных капиталоемких объектов. Эта работа огромная, проведена работа. Сегодня идет заключительная стадия сдачи этих объектов в эксплуатацию. Здесь на высшем уровне, на видеоконференц-связи РАИС Республики проводит совещание. Делает объезды объектов лично сам. Среди масштабных строек дорога Алексеевская-Альметьевск, обновленное Горьковское шоссе в Казани, Вознесенский тракт. Это будет первый платный выезд из города. Реконструировали трассу Сорочьи горы-Шали, построили развязку на дороге Чистополь-Нижнекамск. Важным объектом стало строительство трассы Ша-1 по проекту Большой Зеленодольск. Впервые в истории Татарстана четырехполосная дорога опередила крупную жилую застройку. Завершаются работы и на Хади-Такташ и Туфана Минулина. Ее расширили до 4 полос с велосипедной дорожкой, перестроили инженерные сети, сделали новые ливневки и освещение. Дорога связывает 2 транспортные артерии – Назарбаева и Салимжанова и обеспечивает транспортную доступность нового строящегося театра Камала. Только Казань за год приросла на 550 тысяч квадратных метров новых дорог. Как содержать такие объемы зимой, если проблемы были и год назад? Городской парк насчитывает 562 единицы спецтехники. Как сегодня сообщили, лимиты финансирования вырастут. Зимнее содержание дорог в столице обойдется в 2 миллиарда 351 миллион рублей. По сравнению с 2024 годом, в 2025 году тарифы на содержание будут увеличены в 2 раза. Данная мера поддержки она позволит муниципальным унитарным предприятиям увеличить заработную плату сотрудников до конкурентной
до конкурентного уровня, что в свою очередь поможет преодолевать кадровый дефицит и привлекать на работу больше водителей и дорожных рабочих. Федеральные и региональные трассы прошлой зимой буквально заметало. Движение закрывали, а сотни больших грузов стояли в многокилометровых заторах. К уборке М-12 привлекали дополнительную технику. С новыми дорогами и этого будет мало. Выделены дополнительные деньги на привлечение подрядчиков и закупку машин. Наши строительные подразделения, которые работают на этих этапах, это 5-6 мощнейших наших предприятий республики, тоже окажут содействие в случае необходимости. На зимнее содержание частично будут привлекаться дорожные строители. Еще один урок снежной зимы. На трассе М-12 теперь установлены снегозащитные ограждения. Нашли и слабые места дорожной сети. На сети дорог Фуко-Волгоград-Укравтодор имеется 17 затяжных спусков, подъемов, и при необходимости сложных погодных условиях на таких участках организовано дежурство тяжелой дорожной техники. Поэтому это участки держатся у нас на особом контроле. Региональные дороги обслуживают 7 подрядчиков. Это долгосрочные контракты с прошлого года и до конца 2026-го. Задействовано порядка 1110 единиц дорожной эксплуатационной техники. Для выполнения работ по борьбе с зимней скользкостью у нас заготовлено 100% все материалы, пескосоляной смеси 362 тысячи тонн. Дорожники уже перешли на зимний режим. Осталось одно – дождаться снега. По их заверениям, они готовы встречать его во всеоружии. Лена Изнатульна, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Только графа «Дезинсекция» пропала из платежа, как по дому забегали тараканы. С такой проблемой к нам в редакцию обратились обеспокоенные казанцы. Кто в таком случае отвечает за борьбу с грызунами и насекомыми, если услуга не указывается в счет-фактурах, спрашивают они. Сообщения с просьбой избавить их от вредителей появляются и в народном контроле. Как формируются счета, кто и как обязан бороться с непрошенными гостями, разбирался Рамиль Галиулин. В один прекрасный день я захожу в ванную, и по стене ползет таракан. Меня это сразу насторожило и как-то забеспокоило. Откуда? Потому что у нас никогда такого не было. Радик Фархулин живет в доме на Голубятникова 30 лет. Был сильно удивлен недавнему визиту непрошенных гостей. Потом мы еще посмотрели, конечно, квартплате в квиточках. Если это строка, этой строки не оказалось. То есть там только вот содержание жилого дома. Куда все это делось, это тоже большой вопрос. Последний раз, когда была всеобщая дезинфекция во всем подъезде или в доме, я не припомню, но она была, может быть, полгода назад, может быть, больше. С жалобами на тараканов и грызунов казанцы обращаются в народный контроль. Сейчас там больше полусотни таких заявок. Жители домов на Амирхана сетуют на появление крыс. Прямо вот по двору бегают. Перед сайтом сказать, что все выработали. Выселять нежелательных соседей, если такие завелись, должна управляющая компания или ТСЖ. Все зависит от способа управления многоквартирным домом, так как жильцы оплачивают коммуналку за эти услуги. Меры по борьбе с тараканами и грызунами включены в минимальный перечень работ. 18 копеек с метра квадратного. Управляющая компания заключена договора с специализированными организациями. Дератизация – это истребление грызунов, дезинфекция – это истребление насекомых. В местах общего пользования. Плановые обследования проводят раз в месяц. При обнаружении следов насекомых или крыс управляющая организация должна незамедлительно реагировать. Но обрабатывают лишь места общего пользования – подвалы, подъезды, лифты и мусорные площадки. Если общедомовое имущество, для жильца это ничто не стоит. Это входит вот в эту стоимость, которая там уже заложена в счет-фактуре. Если конкретно человек хочет провести дезинфекцию в квартире, они уже прямой договор с этой компанией заключаются. Мы их просто сводим между собой. Так мы раскладываем приманки, потому что грызуны двигаются по периметру, поселки они двигаются. Раз в месяц специалисты раскладывают на чердаках и в подвалах специальные ловушки. В брикетах яд накопительного действия. Они очень умные существа, смотрятся на погрызы. Если есть погрызы, значит есть мышки. Мы заменяем, берем погрызанные, выкладываем новые, работаем только в перчатках, потому что они очень чувствительны. Если запах человека почувствуют, они ее есть не будут. По словам специалистов, такая услуга включена во все платежки, вне зависимости от названия в строках. Даже если в счет-фактуре отсутствует строка дератизации, дезинсекции, там может быть написана иная формулировка, например, санитарное содержание. То есть это тоже будет являться обработкой. Не все управляющие организации, к сожалению, осуществляют расшифровку платежей в счет-фактурах. Кто-то описывает подробно, кто-то просто кратко содержание общего имущества.
преимущество, но тем не менее вот эта вот плата за дератизацию и дезинсекцию, она входит в состав платы за содержание. Мы спросили у казанцев, всматриваются ли они в платежки и приходилось ли пользоваться услугами дезинсекторов. Ни разу не слышала, что кто-то делал, что-то предпринимали и приезжали. Объявление у нас висит, но это, я так понимаю, платная какая-то услуга фирмы, а так, чтобы вот бесплатно я не видела ни разу. У нас были тараканы, значит, на нашей площади. Мы обратились в управляющую компанию, и они приехали, все организованно сделали, вопросов нет. В Роспотребнадзоре отмечают, количество обращений на грызунов и насекомых снижается. В этом году поступило 300 жалоб от казанцев, в 2 раза меньше, чем в 2023. Чаще всего нарушения в жилых домах. Это как раз, опять-таки, захламление подвалов, подтопление подвалов, которые тоже способствуют растению и грызунов, и насекомых. И основным, наверное, нарушением является все-таки это несвоевременный вывоз мусора, переполненные контейнерные площадки, либо неочищенные мусороконтейнеры. Со следующего года ведомство усилит контроль за фирмами, оказывающими услуги по борьбе с насекомыми или грызунами. С марта 2025-го выводить непрошенных гостей смогут только лицензированные компании. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зейдинов, Игорь Романов и Адель Мендубаев. ТНВ. Казань. Татарстанские садоводы рискуют дорого заплатить за борьбу с серым майнингом. Как криптовалюта ударит по карману любителей грядок, читайте в интернет-газете «Реальное время». Рустам Минниханов сегодня встретился с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. Встреча прошла в IT-парке имени Башира Рамеева. Обсудили развитие эффективной системы взаимодействия между ФНС и правительством Татарстана, создание условий для прозрачного и комфортного ведения бизнеса, а также участие республики в ряде проектов в сфере налогообложения. Даниил Егоров провел расширенное заседание коллегии налоговой службы России, а также панельную дискуссию «ФНС России. Вместе создавая будущее». Из Татарстана в бюджеты всех уровней мобилизуется свыше 1 триллиона рублей налоговых платежей. Об этом Рустам Минниханов заявил на расширенном заседании Федеральной налоговой службы России. Глава ведомства Даниил Егоров поблагодарил руководство республики за гостеприимство. Рустам Минниханов подчеркнул, от работы налоговиков напрямую зависит наполняемость бюджета. Это, в свою очередь, дает возможность повышать качество жизни граждан и реализовывать важные социальные проекты. В этом году в Татарстане было построено и отремонтировано почти 4000 объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Эта работа идет в рамках национальных проектов федеральных и 44 республиканских программ. Если денег нет, такие задачи решать невозможно. В Татарстане выстроена слаженная, эффективная работа финансовых и налоговых органов. Администрируя почти 80% дохода бюджетной системы страны, налоговая служба является основой стабильно развивающегося государства. Мы – это важнейшее звено финансовой системы страны. Рустам Минниханов отметил, ФНС России является лидером по внедрению цифровых технологий среди органов власти, предоставляет гражданам широкий спектр услуг. Сегодня Раис вручил ряд государственных наград Татарстана федеральным чиновникам и налоговикам нашей республики. К участникам заседания по видеосвязи обратился министр финансов России Антон Силуанов. Уровень безработицы в республике достиг исторического минимума 0,15%. Больше всего открытых вакансий на промышленных предприятиях. Однако зумеры, молодежь в возрасте от 18 до 28 лет туда не идут. Почему, сегодня обсуждали в Казани. Интересными наблюдениями поделился профессор Волгоградского государственного университета Андрей Макаров. По его мнению, поколение Z на работе ничто не удерживает. При возникновении токсичного отношения, манипуляции и газлайтинга они сразу пишут заявление на увольнение. Для них нет авторитетов, они не терпят наставничество и дресс-код. Для грамотного управления зумерами он рекомендует руководителям предприятий поощрять молодых сотрудников за проявление инициативы. Опрос показал, поколение Z хочет работать в комфортном пространстве в формате open space, чтобы в зоне отдыха были мягкие диваны и пуфики, бесплатный кофе и снеки. В приоритете белая зарплата, добровольное медицинское страхование от компании и общение на равных. Нет уважения к частной неприкосновенности, свободы вне рабочих вопросов. Очень будут отстаивать, я думаю, отстоят, чтобы четкая демаркационная линия была между работой и их досугом. Моральные давления не надо, не получится.
Это бесполезно. Грамотное перераспределение трудовых ресурсов внутри одного региона может тоже нас привести к определенному успеху или хотя бы к доле этого успеха. Поэтому нам надо сегодня попробовать посмотреть, все ли мы задействуем ресурсы и правильно ли мы разговариваем с теми людьми, которые у нас уже есть. А может быть, мы просто не умеем вовлечь и увлечь молодое поколение нашей промышленностью. В Общественную палату Татарстана сегодня пригласили мам участников СВО. На встрече обсудили актуальные темы. Это увековечение памяти военнослужащих, создание книг памяти. Были просьбы помощи по признанию погибшим на СВО. Рассказали о необходимости специальной экипировки, защиты от дронов для разведчиков. Пришли 30 мам. У некоторых на защиту Родины встали сразу 2 сыновей. Есть те, у кого на СВО сын и внук. Для женщин выступили артисты и участники фестиваля «Созвездие Йылдызлык». Сейчас он прикомандирован в медицинский отряд специального назначения. Он высококлассный специалист, сердечно-сосудистый хирург. Поэтому вот там же в условиях прифронтового госпиталя он проводит сложные операции, в том числе на открытом сердце. Женщины, которые сегодня поддерживают своих сыновей, которые действительно каждый день ждут весточки. И я думаю, что мы их тоже должны вместе с лицами их сыновей, вместе с лицами наших героев, знать и этих мам, которые воспитали достойных сыновей, героев своего Отечества. В эту субботу завершается прием заявок на международный телевизионный конкурс художественного слова «Татар Сүзе». В этом году он юбилейный, 5-й. Его проводит наш телеканал при поддержке комиссии при Раисе Республики по родным языкам. 2 года назад конкурс приобрел международный формат и охватил таланты со всего мира. Заявки на конкурс с выразительным чтением прозы или стихотворения принимают на татарском, чувашском, марийском, мордовском и удмуртском языках. Наш следующий репортаж для тех, кто желает участвовать, но материал еще не отправил. Утро в Казанской 20-й гимназии имени Абдуллы Алиша началось с поэзии. Каждый из этих учеников – участник международного телевизионного конкурса «Татар Сүзе». Азалия Гениатуллина выбрала стихотворение Хасана Туфана «Родной язык». Многие конкурсы, праздники я провожу также на татарском языке, и это дает мне возможность продвигать свой татарский язык. Да, может, я не выиграю в этом конкурсе, но навсегда это останется в памяти. Айзат Усманов, лауреат литературной премии «Глаголица», согласен с Чеховым и говорит, в человеке все должно быть прекрасно. Знание родного языка – главное. Я думаю, я должен победить, потому что я очень хорошо рассказываю стихи, правильно ставлю ударение на слова, и я верю в себя. Сегодня в гимназию приехала команда Шаян ТВ. Их творческий коллектив занимается сбором конкурсных материалов. Из этой школы поступило больше всего заявок. Были те, кто еще не успел отправить ролик. Со съемками помогли шаяновцы. Это очень радует, и поэтому хочется отметить каждого ребенка. Но если, к сожалению, призовых мест не очень много, поэтому мы решили провести вот такую акцию для того, чтобы выделить и школы, которые самое активное участие приняли в этом конкурсе. Локомотивом конкурса стали родители и учителя. Директор гимназии Рахима Арсланова, одна из первых жюри, представила свое стихотворение. Популярность этой акции возросла еще. Почему? Потому что есть возможность участвовать и различным национальностям. Они могут показать красоту своего языка всему миру. Мы татарская гимназия, но несмотря на это, у нас учатся дети различных национальностей, и появилась возможность им тоже рассказать стихи на своем родном языке. Москва, Красноярск, Оренбург, Астрахань, Тюмень, Пенза, Нижневартовск, а еще Мариэл, Мордовия и весь Татарстан. География Татар Сүзе расширяется. Видео на конкурс нужно отправить до 30 ноября. Будут 37 победителей в разных номинациях. В этом году премиальный фонд 2 миллиона рублей. Алия Хайрудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань.
Туристов в Татарстане станет еще больше. Интерес к республике заметно вырос благодаря саммиту БРИКС в Казани. Об этом сегодня заявил глава Госкомитета по туризму Сергей Иванов. Если в прошлом году Татарстан посетили 4 миллиона 200 тысяч туристов, то в этом ожидают еще на 6% больше. Полноценный эффект мы почувствуем в 25-м, 26-м и 27-м годах. Похожая ситуация наблюдалась после 2013-го, когда Казань принимала универсиаду. Много лет после этого рос турпоток из-за рубежа. Мы видим прирост во всех туристических центрах, количество посетителей, раз. Мы видим прирост в объеме реализованных услуг в гостиничном секторе. Вы видели, что все лето и весну, и осень туристический комплекс работал практически с максимальной загрузкой. Здесь экономические показатели отрасли этого года, они очень хорошие. Мы ожидаем, что они будут прилично выше, чем 2023 год. Именно с точки зрения экономики. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Динаром Бодрудиновым. До встречи. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Счастье быть дома. Вкладывайте свои сбережения по нормам ислама. Халяльные доходы. Накопите на хадж, на пенсию, на будущее детей. Приумножьте свои средства вместе с Амаль. Похоже, сейчас будет контратака. Он набирает обороты, врывается вперед. Опасный момент! Выход 1 на 1 и... Он чуть не попадает прямо в девятку, а? Помните, обгон – это не игра. Чтобы дорога была длиною в жизнь, не спешите обгонять. Кабы не было зимы, тогда бы на каникулах не встретились мы. А мы точно встретимся в детских оздоровительных лагерях компании «Татнефть». Со 2 по 8 января солнечный, чайка, факел и юбилейный. Профильные программы, мастер-классы, спорт, бассейн, зимние забавы и яркое праздничное настроение. Окружаем заботой беззаботное детство. Здравствуйте, Исянмысы, в студии Динар Бодрудинов. В ближайшие сутки в Татарстане погода будет формироваться под влиянием западной периферии антициклона. Вероятность осадков небольшая, сейчас подробнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Варске, Кукмаре и Зеленодольске будет переменная облачность, осадков не ожидается. Днем температура составит минус 1,3, ночью 6-8 градусов мороза. В Буинске, Кабельцах и Тетюшах тоже малооблачно, без осадков. Днем минус 2-3, ночью минус 3-7 градусов. В Чистополе, Новошишминске и Черемшане переменная облачность, осадков не прогнозируют. Днем от 2 градусов тепла до 2 градусов мороза, ночью от 5 до 9 градусов мороза. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Агрызе солнечно, осадков не обещают. Температура днем от 0 до минус 2, ночью от 7 до 10 мороза. В Альметьевске, Лениногорске и Азнакаево малооблачно, без осадков. Температура днем от плюс 2 до минус 2, ночью от минус 6 до минус 10 градусов. В туристических городах республики также подморозило. В Свияжске минус 2 градуса днем и минус 6 градусов ночью. Будет переменная облачность, без осадков. В Болгаре малооблачно, осадков не ожидается. Температура днем минус 2 градуса, ночью 5 градусов ниже нуля. В Елабуге ясно, без осадков. Днем минус 2 градуса, ночью 8 градусов мороза. В Казани будет переменная облачность, осадков не ожидается. Температура днем минус 1, ночью минус 6 градусов. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Ветер восточный слабый, менее 1 метра в секунду. Влажность воздуха 73%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Уверен, что солнечная погода прибавит вам хорошего настроения. Всего доброго. Энергос, умашло болсын.